У выпускников школ началась самая жаркая и волнительная пора – сдача единых государственных экзаменов и поступление в вузы. Большая мечта многих школьников после выпуска уехать покорять столичные города. При этом родные региональные высшие учебные заведения оставляют на всякий случай. Почему вузы в регионах недооценены и чем же они хороши, расскажет Дарья Вологжанина. Школа начинается со звонка, а заканчивается муками выбора. Самый тяжелый период наступает после 11 класса, когда дети должны определиться, какому делу они посвятят свою жизнь. В Коми на перепутье сейчас находится более 4000 выпускников. Если на данный момент большинство из них определились со специальностью, то с учебным заведением только единицы. А в стране, в которой вузов около 1000, сделать это сложнее вдвойне. Думаю, в этот момент стоит вспомнить простейшую мудрость. Где родился, там и пригодился. Вузы республики взрастили большое количество достойных профессиональных кадров. Знаменитый выпускник нашего университета Алексей Рогачев отметил, не было ни минуты, когда он пожалел, что остался в родном крае. Стены Сыктывкарского госуниверситета стали его альма-матер. В 1997-м здесь он окончил лицей, где теперь преподает. Далее исторический факультет, специалитет и аспирантура. Теперь на своем примере доказывает ученикам, что уважаемым человеком можно стать и не уезжая из республики. И вообще есть такая история, когда мне мои лицеисты, выпускники говорят, что они хотят поступать в Москву, Петербург, а в Сыктывкаре или в Коми они не хотят оставаться, и здесь вроде как делать нечего, и учиться нечему. Я им всегда привожу пример их же учителей, в том числе и себя. Все их учителя, в общем, поголовно мы все с коллегами закончили Сыктывкарский университет, КГПИ, когда он еще был, лесной институт. И на этом примере я говорю, ну что, ребят, мы нормальные учителя? Они говорят, ну, вы нормальные. Количество высших учебных заведений в республике можно сосчитать по пальцам, но они охватывают все сферы деятельности. Гуманитарные науки, технические, медицинские, экономические и юридические. Выбор огромный, поэтому каждый выпускник может найти вуз и специальность по душе. Немаловажен и индивидуальный подход в обучении. Как раз об этом президент говорил в своем послании. В небольших учебных заведениях каждый на виду, поэтому выделить вниманием кого-то нереально. Если говорить про вузы, вы прекрасно понимаете, что у нас есть Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарская лесная академия, наша академия государственной службы. То есть все вариации, более 100 направлений подготовки у нас здесь, в нашей республике. И ведь на самом деле качество образования очень хорошее. И здесь также студенты могут получать сразу 2 образования, то есть первое и сразу второе. Новые направления магистратуры реализуются. То есть, мне кажется, у нас созданы очень хорошие, такие оптимальные условия для того, чтобы остаться и учиться. Тенденция на увеличение мест в высших учебных заведениях есть и в этом году. Например, контрольная цифра приема в СГУ имени Петерима Сорокина на 2021 год – 1559 человек. Это на 142 больше, чем годом ранее. Бюджетных мест, соответственно, тоже стало больше. Еще один важный фактор, который привлекает студентов, это, конечно, стипендия. В Коми она зачастую равна средней заработной плате. Стипендия для студентов первого курса у нас выше, чем в любом столичном вузе. В этом году она больше, чем в прошлом году, составляет 3250 рублей. Но если есть определенное достижение, например, какой-то экзамен ЕГЭ сдан на 100 баллов, и он участвует в конкурсе, стипендия у этого студента будет составлять 50 тысяч рублей. Если средний балл ЕГЭ по поступлению 90 и выше, то это 30 тысяч рублей, а если 80 и выше, то 20 тысяч рублей. Сыктывкарский лесной институт главным в обучении выделяет ориентированность на практику. Этим он и может похвастаться. Огромное количество договоренностей как с крупными компаниями, так и с малым бизнесом. Студенты во время обучения проходят практики в лучших местах, выходят профессионалами, а потом легко находят работу.
Важно отметить, что каждый из выпускников строит свою жизнь. Мне хотелось бы попросить каждого как минимум на 5 лет посчитать вперед, чтобы создать себе комфортные условия жизни. Не только сегодня надо ответить на вопрос, куда пойти учиться или чему учиться, но и где можешь пригодиться для дальнейшей своей работы. Все, кто сегодня хотел бы выстроить для себя линию жизни, я хочу остаться в республике, которую я люблю, где мои друзья, где мои родители, родные, у него есть возможность поступить, закончить, пройти серьезные практики на предприятиях. В Коми есть и вуз регионального значения, и это ведущая школа управления. Направления обучения здесь универсальные – юристы, экономисты и управленцы. Они нужны в каждой сфере. Я вам сходу с лету могу назвать десятки успехов здесь, в республике. Тех, кто остается. Десятки, если не сотни. Я думаю, что мои коллеги из вузов других республик назовут еще сотни примеров успеха здесь. Назовите на федеральном уровне успеха. Устроиться в хорошую компанию, получать хорошую зарплату, но опять же, это одна история. А если мы говорим об успехе, когда выпускник занимает должности руководящие, управленческие, может своей работой влиять на развитие целого региона, отрасли, вот о чем я говорю. Это другая история. И в этом плане, конечно, оставаться в республике дает больше возможностей. Есть в республике и такие учебные заведения, которые попадали в топ-500 рейтинга самых влиятельных в мире. Отличился Охтинский технический университет. Одна из самых современных площадок для обучения студентов технической направленности. Здесь есть и современные лаборатории, и бизнес-инкубаторы. Студентов и выпускников здесь также замечают и работодатели, в частности, крупные сырьевые компании. Университет – это место, где нужно заниматься наукой, да, потом всеми нашими с вами развлекательными моментами. Кроме хорошего, качественного образования, в Коми процветает и активная студенческая жизнь. Без нее никак. Начиная от творческих мероприятий, таких как «Студенческая весна» и «Универвидение», заканчивая международными грантовыми конкурсами. Учащиеся отмечают, что хозяева в университетах не их руководители, а сами студенты. На самом деле про внеучебную деятельность в СГУ можно говорить часами, да, днями, потому что она очень масштабная, очень обширная. У нас различные направления внеучебной деятельности, и творческая, и добровольческая, и волонтерская, и самоуправление. То есть объять необъятное, да, за какой-то короткий промежуток времени, конечно, невозможно. Хочу сказать, что все инициативы, которые выдвигают студенты, все их идеи, проекты, планы, они осуществляются. Приемная кампания в этом 2021 году стартует 15 июня. Она обещает быть не только жаркой, но и одной из самых глобальных. В рамках антиковидных мер будет возможность, как и в прошлом году, подавать документы в онлайн-режиме. Отправить их можно максимум 5 вузов, выбрать от 2 до 10 направлений. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, Дмитрий Булаев, Роман Боровиков, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».